Дорогие наши учащиеся Чебоксарского района, уважаемые педагоги, гости, сегодня мы открываем наш творческий фестиваль, который, вы знаете, состоит у нас из 4 самостоятельных конкурсов. Это конкурсы «Выразительное слово», также есть у нас театральное созвездие конкурс, «Лейся песня» конкурс и танцевальный фейерверк. И вот сегодня в течение всего года наш фестиваль проводится. И сегодня мы открываем вот нашим первым традиционным конкурсом, который у нас уже более 20 лет проводится, конкурс чтецов «Выразительное слово». Сегодня вы подготовили произведения на свободную тему, а также произведения, посвященные нашим тематическим годам. Это год народного искусства Российской Федерации и год известных земляков в Чувашской Республике. Выступления у нас в 3 возрастных группах, как вы знаете, да, согласно положению. Это 1-4 класс, 5-8 и 9-11. Начинать мы будем с младшей возрастной группы в том порядке, как у нас вот прошла регистрация. И поскольку конкурс чтецов, он немножечко отличается от других, да, творческих конкурсов. Это камерная обстановка, поэтому мы сегодня собрались в стенах центральной нашей библиотеки районной, где вся атмосфера, книги настраивают на поэтический лад. Но все-таки конкурс – это и праздник, с одной стороны, но с другой стороны это соревнование. Пусть это творческое, но соревнование. А в любом соревновании, конкурсе есть обязательно жюри. Итак, сегодня с вами слушают и оценивают ваши выступления наши уважаемые жюри. Светлана Михайловна Васенева, методист Центра развития творчества детей и юношества города Новочебоксарск имени Андрианова. Педагог дополнительного образования, руководитель театральной студии Свиридова Марина Борисовна, также Новочебоксарский Центр развития творчества детей и юношества. И ветеран педагогического труда, методист по воспитательной работе, управление образования администрации Чебоксарского района Валентина Николаевна Александрова. Ну и как обычно я говорю на всех конкурсах, самый строгий, беспристрастный член жюри – это вы, уважаемые зрители. Вам тоже аплодисменты. Итак, младшая возрастная группа. Открывает наш конкурс Солобайкосинская начальная школа. Приглашаем Полейкину Карину. Руководитель Людмила Анатольевна Ермакова. Алла Ахундова, мадам Ерунда. Недавно к нам в гости нежданно явилась надменная дама. В 2 шляпах, в 3 кофтах, в одном башмаке и с ручку от чемодана. Сюда проходите, садитесь сюда, удобнее сидеть на диване. Диван – ерунда, отвечала она и тут же устроилась в ванне. Хотите, взгляните, какой у нас дом, а вид из окна просто дивный. А дама в ответ: и весь дом ерундом, и вид из окна ерундивый. Надеть на ботинок дырявый чулок она не могла без призыва. Уже ли никто из хозяев не мог заштопать простой ерундырки? Мы гости своей ничем не могли угодить. Но вот, неужели удача? Она наконец собралась уходить. Нет дачи у вас, ерундача! Мы любим гостей, принимаем всегда. Кто жданно пришел, кто нежданно. Но это, простите, мадам Ерунда в 2 шляпах, в 3 кофтах, в одном башмаке
и с ручку от чемодана. Не дама была, ерундама. Каждому участнику у нас вручается свидетельство об участии. Мы продолжаем. Приглашается Пугейская средняя школа номер 1 подготовиться, так, синьялы не подошли, к Пугейскому лицею. Итак, Анушкина Анна, 9 лет, руководитель Ольга Семеновна Соколова. Стихотворение Бориса Сахадера. Перемена. Перемена! Перемена! Заливается звонок. Первый Вова непременно выбегает за порог. Выбегает за порог, 7 сбивает с ног. Неужели это Вова, продремавший весь урок? Неужели это Вова 5 минут назад ни слова у доски сказать не мог? Если он, то несомненно, с ним большая перемена. Не угонишься за Вовой, он, гляди, какой бедовый. Он за 5 минут успел переделать кучу дел. Он подставил 3 подножки Ваське, Кольке и Сережке. Прокатился кувырком, на перила сел верхом. Лихо шлепнулся с перил, подзатыльник получил. Сходу дал кому-то сдачи, попросил списать задачи. Словом, сделал все, что мог. Но тут опять звонок. Вова в класс плечется снова. Бедный, нет лица на нем. Ничего, вздыхает Вова, на уроке отдохнем. Молодец, спасибо. Так, мы продолжаем. Приглашаем Пугейский лицей подготовиться. Так, у нас вся Лапсара только пришли, мы тогда через одного. От Лашева подготовиться. Итак, Волков Богдан, Пугейский лицей. Стихотворение «Непокорный и кот». Я задерживал дыхание, выпивал графин компота, обливался душем в ванне, но не слушалась икота. Я боролся поэтапно и у зеркала в прихожей сам себя пугал внезапно. Самой страшной в мире рожей. Я у стенки вверх ногами на лопатках делал стойку, знаешь, с этими ногами. Не помог себе нисколько. Щекотал себя за ухо, поднимал ущербный гирь. И уже собрался с духом, чтобы делать харакири. Но в последний миг суровый я подумал сердцем тая. Может, это Иванова обо мне весь день мечтает. И на этой мысли робкой, на таком счастливом пике кто-то взял и тайной кнопкой отключил не резко икки. Я сдерживал дыхание, выпивал графин компота, обливался душем в ванне. Но, увы, прошла икота. Ждал и ждал ее я снова, как чудесного финала. Только больше Иванова обо мне не вспоминала. Сейчас. Молодец. Так, мы приглашаем Атлашевскую среднюю школу подготовиться Сятро-Лапсарской. Ксенофонтова Мария. Людмила Шум, обжорка. Какой же ты, Витька, обжора, сказала братишке Лариса с упором. Я маме скажу, что ты съел всю малину.
Поступок твой, Виктор, поверь мне, ужасен, прожаден. Написано множество басен. Считалку про Робина, съевшего башню, читала нам бабушка утром вчерашним. Теперь, если будет живот твой болеть, пенять на малину не надо. Не сметь, а он разболится. Спросите эксперта, как можно оставить сестру без десерта? Ведь нам говорили, что надо делиться. Учти, я совсем не хотела сердиться. Но ты вынуждаешь на крайние меры. Теперь я дружить буду только с Валерой. Лариса, увы, не была филантропой. Она развернулась к обидчику попой и с видом надменным и гордым от счастья ушла, прихватив все игрушки и сласти. Спасибо за выступление. Приглашается Сято-Лапсарская основная школа подготовиться к Шаужской. Так? Емельянов Вадим. Виктор Драгунский, 3 место в стиле баттерфляй. Когда я шел домой из бассейна, у меня было очень хорошее настроение. Мне нравились все троллейбусы, что они такие прозрачные, и, видать, кто в них едет. И мороженщицы нравились, что они такие веселые. Мне нравилось, что не жарко на улице, и прохладный ветерок гладит мою мокрую голову. Но особенно мне нравилось, что я занял 3 место в стиле баттерфляй. И об этом я расскажу сейчас папе. Он давно хотел, чтобы я научился плавать. Он говорит, каждый на свете человек должен уметь плавать, а особенно мальчишки, потому что они мужчины. А какой же мужчина, если потонет во время кораблекрушения или просто на руду, когда лодка перевернется? И вот я занял 3 место, я очень торопился домой. И когда я вошел в комнату, меня мама сразу спросила, ты что так сияешь? А у нас сегодня было соревнование. Папа спросил, это какое же? Заплыв на 25 метров в стиле баттерфляй. И, ну и как же? 3 место. Ну да, вот здорово. Отложил газету в сторону, молодчина. А кто 1 место занял? А 1 место занял Вовка. Он давно уже умел плавать, ему это было нетрудно. Ай да Вовка, сказал папа. А кто 2 место занял? А 2 место занял один рыженький мальчишка. На лягушонка похож, особенно в воде, не помню как зовут. А ты, значит, на 3 вышел. Папа улыбнулся, и мне это было очень приятно. Все, что не говори, 3 место, тоже призовое, бронзовая медаль. Ну, а кто на 4 месте остался? А на 4 месте никого, потому что мы все заняли все 3 место. И я, и Толька, и Кимка, и Мишка, все-все. Вовка 1, рыженький лягушонок 2, а мы все остальные 18 человек вышли на 3. Так, инструктор сказал. Ах, вот оно что, все понятно. Папа уткнулся в газету, у меня почему-то сразу пропало хорошее настроение. Подожди. Поздравляем. Молодец, такой большой текст выучил. Приглашается Ильина Ульяна, Кшаужская средняя школа. Мама Тусовская, с чего начинается Родина? С чего начинается Родина? С картинки в твоем дворе, с хороших и верных товарищей. Живу я в соседнем дворе, а может она начинается с той песни,
скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца, из этой дороги проселочной, которой не видно конца. Чего начинается родина? С окошек, горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. У нас еще в этой возрастной группе Турновская школа. Спиридонов Володя. Ветер кусанкай, я луна. Сиктерне, сапса сиктертем, ешель сими сапкунта, надахи хавасу, тертем, хурашурром елткунта. Певемсием адаланча, урлащукла щемешрень. Елтурта трепочек шанчик, шуном щукче сюнесрень. Ой, спуста щина тухмашкан, эметленджи мачаран. Пер урап сиди машин, шамалмарче пударан. Анзатает переменче, уж самах тавартман. Пищу ечи переньенчик, Ултон капартман. Подала куда рушим, упранать хаял хефти. Сиктермейшим, таял пушим, сахура черней щити. Молодец. Так, ну что ж, младшая возрастная группа. Еще, да? Пропустили, да? Ах, простите, да. Еще у нас есть, да, произведения, которые посвящены году выдающихся земляков Чувашской Республики и году народного искусства Российской Федерации. Приглашается Толиковская школа, Александрова Дарина. Толиковская школа, Александрова Дарина, 2 класс. Иван Бунин, Родина. Российский край, моя земля, родимые просторы. У нас и реки, и поля, моря, леса, и горы. И север есть у нас, и юг. Сады цветут на юге, на севере снега вокруг. Там холода и вьюги. В Москве ложится спать сейчас. Луна глядит в оконце. Дальневосточник в тот же час встает, встречая солнце. Российский край, как ты велик, с границы до границы. И скорый поезд напрямик в неделю не домчится. Звучат по радио слова, им дальний путь не труден. Знакомый голос твой, Москва, повсюду слышен людям. И рады мы всегда вестям о нашей мирной жизни. Как счастливо живется нам в своей родной отчизне. Народы, как одна семья, хотя язык их разный. Все дочери и сыновья своей страны прекрасной. И родина у всех одна. Привет тебе и слава, непобедимая страна, российская держава. Молодец.
Приглашается Чершкосинская основная школа имени Пучкова. Васильева Ксения. Меня зовут Ксения Васильева, ученица 4 класса Чершкосинской школы имени Леонида Валерьевича Пучкова. Эльвира Чурилова. Русский сувенир. Славится Россия чудо-мастерами. Дерево и глину в сказку превращали. Красками и кистью красоту творили. Своему искусству молодых учили. Сувенир. Вот так сувенир. Русский сувенир покорил весь мир. Русские матрешки в сарафанах ярких. Охломские ложки. Лучше нет подарка. Дымковские барыни, кони, петушки. И павловские все в цветах платки. Сувенир. Вот так сувенир. Русский сувенир покорил весь мир. Синие озер голубых, белые снега. Подарила к жели матушка земля. Балалайки звонкие, тульский самовар. Будет рад подарку всяк, и млад, и стар. Сувенир. Вот так сувенир. Русский сувенир покорил весь мир. Янушская школа тоже, да? Ладно. Потому что там заболел участник, он был в другой группе возрастной. Представься и название скажу. Владимир Гудимов. Россия, Россия, Россия. Нет края на свете красивей, нет родины в мире светлей. Россия, 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 что может быть сердцу милей? Кто был тебе равен по силе, терпел поражение любой? Россия, 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 мы в горе и счастье с тобой. Россия, как синюю птицу, тебя бережем мы и чтим. А если нарушат границу, мы грудью тебя защитим. И если бы нас вдруг спросили, а чем дорога вам страна? Да тем, что для всех нас Россия, как мама родная одна. Игнатьева Ольга это у нас была. Молодец. Так, в группе возрастной начальных классов. Мы есть, но наш список почему-то нет, нам сказали прийти. Первая Какая школа. школа? Первая. Кто вам сказал? Ученик сказал. Да? Ну, раз пришли, давайте, да.
Кудейская школа номер 1. Панзин Никита, 3 класс. Стихотворение Давыда Анна 3. Чувашский край. Чувашский край передо мною, и гордый голос все слышней. Я славлю песней молодою восход его высоких дней. Чувашский край, с какой любовью ты с малых лет меня растил, и душу радует сыновью размах твоих растущих крыл. Чувашский край мой под защитой России, матери твой взлет, мы с ней судьбой и сердцем слиты, века и на века вперед. Чувашский край, расти и крепни волною волжского звуча. Так, начальные классы закончили. Давайте 3 минутки перерыв. Мансубтерская школа у нас начнет. Максимов Даниил. Время же было, сейчас Осада. Аптека счастья. Сегодня кибернетика повсюду. Вчерашняя фантастика – пустяк. А в будущем какое будет чудо? Конечно, точно утверждать не буду, но в будущем, наверное, будет так. Исчезли все болезни человека, а значит и лекарства ни к чему. А для духовных радостей ему открыт особый магазин «Аптека». Какая бы ни была у вас потребность, он тот же миг откликнуться готов. Скажите, есть у вас сегодня нежность? Да, с добавлением самых теплых слов. А мне бы счастье, бьющего ключом. Какого вам? На месяц, на года? Нет, мне бы хотелось счастья навсегда. Такого нет, но через месяц ждем. А я для мужа верности прошу. Мужская верность – это право сложно. Но ничего, я думаю, возможно. Не огорчайтесь, я вам подыщу. А мне бы капель трепета в крови. Я северянин, человек арктический. А мне флакон пылающей любви. И полфлакона просто платонической. А покоритель сердца есть у вас? Да, вот магнит. Его в кармашке носят. Любой красавец тут же с первых фраз пойдет к ногам и женится на вас мгновенно. Даже имени не спросит. А есть антискандальная вакцина? Есть. В комплексе для мужа и жены. Жене компресс с горчицей, а мужчине за час до ссоры 2 укола в спину или 1 сидящую часть спины. Нетомный взгляд для глаз любого цвета. Пожалуйста, по капле перед сном. А мне бы страсти, страсти по рецептам, страстей и ядов так не выдаем. А мне в тех коробочках хотя бы признание любви едва нашла. Какого вам, со свадьбой или без свадьбы? Конечно же, признание со свадьбой. Без свадьбы хватит, я уже брала. А как, скажите, роды облегчить? Вот порошки, и роды будут гладкие, а вместо вас у мужа будут схватки. Вы будете рожать, а он вопить. Пусть шутка раздувает паруса.
Ведь в жизни нынче всюду чудеса, как знать, а вдруг и в нашем веке появятся такие вот аптеки. Так, сидишь здесь. Сядут ачивматы, подготовиться больше к отрасте. Дмитриев Иван. Ой, нет, извините, все правильно. Андреев Ростислав. Леонид Захаров, как волк ходил на базар. Ёж с базара шел домой. Волк навстречу. Милый мой, у тебя в мешке еда. Ты откуда и куда? Вот, купил себе съестного. Это съем, отправлюсь снова. На базар опять пойду, покупать себе еду. Мясо можно там добыть. Есть мясо, как не быть. Но бесплатную еда не бывает никогда. Не дослушал волк ежа. На базар он побежал, прибежал в охотный ряд, пасть раскрыл, глаза горят. Зря ежа он не дослушал. Ухватил мясную тушу, потащил с прилавка. Хлоп! Вместо мяса палкой в лоб. Да по шее тумака дал мясник ему слегка. Возвратился серый в лес, под упавший ствол залез. 3 суток пролежал, а потом нашел ежа и кричит: несчастный еж, от меня ты не уйдешь. Мне урок, ежей не слушай, сам едва не стал я тушей. Еле голову унес, словно я не волк, а пес. Как пришел на рынок, хлоп, чуть не треснул волчий лоб. Нет, ответил ежик смело, по-другому было дело. И не надо, серый, врать. Ты сперва чужое хвать, а потом тебе уж хлоп засветили палкой в лоб. Деньги ты отдать забыл. Значит, ты там тоже был? Удивился волк. Так что ж, ты все видел, хитрый еж? Нет, ответил еж ему, мне и видеть ни к чему. Просто знаю вас, волков. Ну, прощай. И был таков. Так, приглашается Большекотрасская школа, подготовиться Янгелинской. Дмитриев Иван. Ученик 7 Б класса Большекотрасской средней школы. Дмитриев Иван. Марина Дружинина. Звоните, вам споют. В воскресенье мы, как всегда, пили чай и слушали передачу. Звоните, вам споют. Радиослушатели в прямом эфире поздравляли своих друзей, родственников, начальников с днем рождения, днем свадьбы или еще с чем-нибудь знаменательным. Рассказывали, какие они расчудесные.
и просили исполнить для этих прекрасных людей хорошие песни. Еще один звонок. В очередной раз ликующе провозгласил диктор. Алло, мы слушаем вас. Кого будем поздравлять? И тут я ушам своим не поверил. Раздался голос моего одноклассника, Владьки. Это говорит Владислав Николаевич Гусев. Поздравляю Владимира Петровича Ручкина, ученика 6 класса Б. Он получил 5 по математике, 1 в этой четверти, да и вообще 1. Передайте для него лучшую песню. Замечательное поздравление, восхитился диктор. Мы присоединяемся к теплым словам и желаем уважаемому Владимиру Петровичу, чтобы упомянутая 5 была не последней в его жизни. А сейчас 2 × 2 = 4. Заиграла музыка. А я чуть чаем не поперхнулся. Шутка ли? В честь меня песню поют. Ведь Ручкин — это я. Да еще и Владимир. Да еще и Петрович. И вообще в 6 Б учусь. Все совпадает. Все. Кроме 5. Никакой 5 не было. А в дневнике у меня красовалось нечто прямо противоположное. Вовка, неужели ты 5 получил? Мама выскочила из стола и бросилась меня обнимать, целовать. Наконец-то! Я так мечтала об этом. Что ж ты молчал? Скромный какой. А Владик-то настоящий друг. Как за тебя радуется. Даже по радио поздравил. 5 надо отпраздновать. Я испеку что-нибудь вкусное. Мама замесила тесто и начала лепить пирожки, весело напевая: 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4. Я хотел крикнуть, что Владик не друг, а гад. Все врет. Никаких 5 я не получал. Никогда. Но язык совершенно не поворачивался. Как я ни старался. Уж очень мама обрадовалась. Никогда не думал, что мамина радость так действует на мой язык. Молодец, сынок! Замахал газетой папа. Покажи 5. У нас дневники собрали. Соврал я. Может, завтра раздадут. Или послезавтра. Ну ладно. Когда раздадут, тогда и полюбуемся. И пойдем в цирк. А сейчас я сбегаю и куплю мороженого для всех нас. Папа умчался, как вихрь. А я кинулся в комнату, к телефону. Трубку снял Владик. «Привет!» — хихикает. «Радио слушал?» «Ты что, совсем очумел?» — зашипел я. «Родители тут голову потеряли из твоих дурацких шуток, а мне расхлебывать? Где я им теперь 5 возьму?» «Как это где?» — серьезно ответил Владик. «Завтра в школе. Приходи ко мне прямо сейчас уроки делать». Скрипя зубами, я отправился к Владику. А что мне еще оставалось? В общем, целых 2 часа мы решали примеры, задачи. И все это вместо моего любимого триллера «Арбузы-людоеды». Кошмар! Ну, Владька, погоди! На следующий день на уроке математики Алевтина Васильевна спросила: «Кто хочет разобрать домашнее задание в доске?» Владик ткнул меня в бок. Я ойкнул и поднял руку. Первый раз в жизни. «Ручкин!» – удивилась Алевтина Васильевна.
Что ж, милости просим. А потом случилось чудо. Я все решил и объяснил правильно. И в моем дневнике заолела гордая 5. Честное слово, я даже не представлял, что получать 5 так приятно. Кто не верит, пусть попробует. В воскресенье мы пили чай с вареньем и слушали радио. И вдруг радиоприемник опять затараторил Владькиным голосом. Поздравляю Владимира Петровича Ручкина, ученика 6 Б, с 5 по русскому языку. Прошу передать для него лучшую песню. Чего? Только русского языка мне еще не хватало. Я отчаянно вздрогнул и посмотрел на маму. Может, не расслышала. Но ее глаза сияли. «Какой ты у меня молодец!» Счастливо улыбаясь, воскликнула мама. Продолжаем. Янгельская школа подготовится Ишлийской. Юрка, идите, Камила. Роберт Рождественский. Баллада о красках. Был он рыжим, как из рыжика прогул, рыжим, словно апельсин на снегу. Мать шутила, мать веселую была, я от солнышка сыночка родила. А другой был черным-черным у нее, черным будто обгоревшее смолье. Хохотала над расспросами она, говорила, слишком ночь была черна. В 41-м, в 40-памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сын, оба двое, соль земли, поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почуять молодым рыжий бешеный огонь и черный дым, злую зелень застоявшихся полей, серый цвет прифронтовых госпиталей. Оба сына, оба двое, 2 крыла, воевали до победы. Мать ждала, не гневила, не кляла она судьбу, похоронка обошла ей избу. Повезло ей, привалило счастье вдруг, повезло одной на 3 села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло! Оба сына воротились в село. Оба сына, оба двое, плоть и стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком, плечу плечо, ноги целы, руки целы, что еще? Пьют зеленое вино, как повелось. У обоих изменилось цвет волос. Стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны.
Приглашается и Шлейская школа. Агния Барто, болтунья. Что болтунья Лида, мол, это Вовка выдумал. А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда. Драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок. Мне петь охота. За кружок по рисованию тоже все голосовали. А Марья Марковна сказала, когда вчера я шла из зала: драм-кружок, кружок по фото — это слишком много что-то. Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок. Ну, я выбрала по фото, но мне еще и петь охота. За кружок по рисованию тоже все голосовали. Что болтунья Лида, мол, это Вовка выдумал. А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда. Я теперь до старости в нашем классе староста. А чего мне хочется? Стать, ребята, летчицей. Поднимусь на стратостате. А что такое-то, кстати? Может, это стратостат, когда старости летят? Что болтунья Лида, мол, это Вовка выдумал. А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда. У меня теперь нагрузки по-немецки и по-русски. Нам задание дано, чтение и грамматика. Я сижу, гляжу в окно, и вдруг там вижу мальчика. Он мне говорит: иди сюда, я тебе рису дам. А я говорю: у меня нагрузки по-немецки и по-русски. А он говорит: ну иди сюда, я тебе рису дам. Что болтунья Лида, мол, это Вовка выдумал. А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда. Так, Грачев Егор, Центр детского творчества. Басня Жана де ла Фонтена. Лягушка и крыса. У берега пруда откормлена, жирна, предавшись сладкому мечтанию, сидела крыса. Видимо, она была совсем не склонна к воздержанию. С ней разговор лягушка завела и молвила: я угощу на славу, пойдем ко мне. Пришелся зов по нраву, и крыса радостно согласие дала. Какие ж тут еще, казалось бы, приманки. Однако же лягушка ей поет о редкостях трясины и болот, о прелестях диковинной гулянки под гладью тенистую вод, о том, как, побродив по всем болотам этим, она вернется с гордостью домой и в добрый час расскажет детям про жителей страны чужой, про управление, общество и нравы лягушечьей державы. Все хорошо, да горе только в том, что крыса плавает с трудом. Но квакушка и здесь нашлась. Крысы ногу к своей ноге привязывает вмиг, с подругой вместе в воду прыг. И вот пускаются они в дорогу. Но, очутясь среди болот, хозяйка гостью тянет в лоно вод, чтоб все обычаи коварно нарушая, скорее в болоте крысу утопить. Пожива, дескать, непростая, такой кусок не шутка раздобыть. Лягушка про себя мечтает, крыса ж бьется, взывает к небесам. Лягушка, знай, смеется, да тянет крысу вниз. Среди борьбы такой вдруг коршун закружил ввыси под облаками. Увидел крысу он, упал с небес стрелой, схватил ее, взвился и вытащил когтями лягушку с крысой заодно.
Погибнуть им обеим суждено. А Коршунрат событие такое не принесло ему вреда. На ужин рыбу и жаркое заполучил он без труда. Таков судьбы закон суровый. Предупреждение шлет он нам. Кто для других сплетает ковы, в них часто попадает сам. Чурачекская школа. Посвященная году выдающихся земляков Чувашской Республики и году народного искусства. Филиппова Надежда. Евгения Шишкарева, про Чебоксары. Кто любит Сочи, кто Канары. А мне любимы Чебоксары. Здесь тоже неплохой курорт. И Волга манит, и зовет своей свежестью упругой. Ах, Волга, нежная подруга, как гибок твой девичий стан, прекрасен синий сарафан. Мы в гости к нам зовем турист, людей, чиновник, артист. А развлечений здесь не счесть, поэтам памятники есть. Здесь Пушкин бронзою отлитый, Высоцкий трезвый и небритый, своей гитарой прозвенел, Гагарин в космос улетел. Чапаев на своем коне здесь вечно едет по стране. Не русский он и не чуваш, он местный, чебоксарский наш. Наш список нервом смерть почуя, слились последним поцелуя. Им памятник теперь стоит, и о любви все нам молчит. Внимают их любовным стоном лишь только черные вороны, и лебеди, слегка застыв, картины делают залив. Своей стройной фигурой я ворвалась в литературу. Здесь уже очень много лет отсутствовал живой поэт. Хоть я на спине написала, про Чебоксары я сказала, теперь наш милый Константин своей печали не один. Народу тут живет немного, и городу чистая дорога. Есть краеведческий музей, где вам расскажут про царей и про чувашские наряды, про все чувашские обряды, про Келеметь и про Тухью, как бил чуваш жену свою. Здесь Катерина приезжала и свой народ пересчитала. И царь Иван, чей грозен взор, Веденский положил забор. Здесь церковь есть святой Татьяны, волшебные красоты фонтаны. Чтоб никогда не умирать, наш президент поставил мать. Здесь очень чисто и красиво. Вас встретим мы в музеях наших. Россия, городов не счесть, но Чебоксары тоже есть. Настоящая патриотка. Средняя возрастная группа у нас все выступили. А еще Икова. 9 класс? 8. 8? Вы писали, что да? Внизу там. Так, Павлова Мария, Иковская школа. Иковская основная. Андрей Дементьев, баллада о матери. Постарела мать за много лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых, не пришло. Раз в село прислали по весне. Фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал. Кто познал войну, кто не знал.
перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей, Алешенька, сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили, да беги. Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок, словно сын ее услышать мог. Дома все и чудилось кино, все ждала, вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тишины стучится сын ее свой. Тринкосинская школа приглашается. Тринкосинская. 8 класс, да. Ага, вот здесь записали. Так, это у нас Николаева Дарья. Александр Твардовский. О любви. Всех, кого взяла война, каждого солдата проводила хоть одна женщина когда-то. Не подарок, так белье собрала, быть может, и что дольше без нее, то она дороже. И дороже тот взгляд, памятный, особый, взгляд последний этих глаз. Что забудь, попробуй. Обойдись в пути большом, глупой славы ради, без любви, что видел в нем, в том прощальном взгляде. Он у каждого из нас самый сокровенный и бесценный наш запас, неприкосновенный. Он про всякий час, друзья, бережно хранится, и с товарищем нельзя этим поделиться, потому он мой, он весь мой, святой и скромный. У тебя он тоже есть. Ты подумай, вспомни всех, кого взяла война, каждого солдата проводила хоть одна женщина когда-то. И приходится сказать, что из всех тех женщин, как всегда, родную мать вспоминают меньше. И не принято родной сетовать напрасно. В срок иной, в любви иной, мать сама была женой с тем же правом властным. Да, друзья, любовь жены, кто не знал, проверьте, на войне сильней войны и, быть может, смерти. Ты только не перечь той любви, что вправе ободрить, предостеречь, осудить, прославить. Вновь достань листок письма, перечти сначала. Пусть землянке полутьма. Ну-ка, где она сама то письмо писала? Ишакская школа приглашается. 9-11 класс, возрастная группа. Подготовиться Абашевской школе. Александр Сергеевич Пушкин. Клеветникам России. О чем шумите? Вы, народные витии. Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собою. Домашний, старый спор, уже взвешенный судьбою.
Вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собой враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозой то их, то наша страна. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный роз? Славянские ли ручьи сольются в русском море? Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас! Вы не читали сии кровавые скрижали, вам непонятно! Вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвный Кремль и Прага, бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте. За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то ли, что в бездну повалили мы, тяготеющие над царствами кумиры нашей, кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы грозны на словах. Попробуйте на деле. Или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык? Или русского царя уже бессильно слово? Или нам с Европой спорить снова? Или русский от побед отвык? Или мало нас? Или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стально-щетиную свергая, не встанет русская земля? Так высылайте ж к нам Витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Приглашается Абашевская школа, подготовится Чемуршинская. Ученица 9 класса Абашевской школы. Муса Джалиль. Памятник матери. Как вольных птиц над степью на рассвете, 3 сыновей пустила я в полет. Как матери, как близкой мне ответьте, как женщине, что слезы льет. Где сыновья мои? В душе тревога. Мать хочет знать, на то она и мать. Какая детям суждена дорога? Победы или смерти ждать? Летит под облаками голубь с юга. Он к матери садится на порог. Ты видел их? Прошу тебя, как друга, подай мне весть, мой голубок. Где старший мой? Где сердце утешенье? Он жив ли? Помощь надобна ли ему? О, мать, крепись. Твой старший пал в сраженье. Твой старший сын погиб в Крыму. Застыла мать. Какая боль во взоре! Как ей излить в слезах печаль свою! И голову посеребрило горе по сыну, павшему в бою. Как вольных птиц над степью на рассвете,
3 сыновей пустила я в полет. Как матери, как близко мне ответьте. Измучившись, я жду вестей. Мой старший не пришел, он гибель встретил. Он пал в бою, очей родимых свет. Быть может, средний жив, быть может, ветер принес мне от него привет. Шумит, играет ветер на пороге. О чем он шепчет матери седой? Скажи мне, ветер, на твоей дороге мой средний встретился с тобой? О, мать, крепись, в сраженье пал твой средний. Для матери не смог себя сберечь. Пока не смолк в груди удар последний, держал в руке алмазный меч. В беспамятстве упала мать седая. Не выдержало сердце, а слеза катилась за слезой, не высыхая, ослепли старые глаза. Как вольных птиц над степью на рассвете 3 сыновей пустила я в полет. Как матери, как близкой мне ответьте, как женщине, что слезы льет. Погибли на войне 2 милых сына, живу теперь надеждою одной. Пусть не примчатся 3 воедино, вернется ли младший сын домой. Но почему-то голубок не вьется, и ветер приумолк, наверное, спит. Лишь на опушке эхо отдается трубы и топота копыт. Звенят подковы, скачет конь горячий, пылает сердце матери в огне. Сынок, любимый, самый младший, сидит на гордом скакуне. В его руках победы нашей знамя и золотая на груди медаль. И лес его приветствует ветвями и пеньем солнечная даль. Она душой почуяла, узнала, хотя увидеть сына не могла. Сказала: сын мой, сын мой! Зарыдала, была слеза ее светла. Нам встретиться, сыночек, довелось. Ну, успокойся, мать, прошли напасти. На сына посмотри, не надо слез. На боевом клинке победы, счастье и жизнь я родине принес. И мать глаза протерла стягом красным, и зренье к ней вернулось наконец. На младшего взглянула взором ясным, стал сильным соколом птенец. Как вольных птиц на бой благословляя, я 3 детей пустила вдаль. Придите, всех зову я, как родная, как мать, познавшая печаль. Нет, не вернулись, мы 2 не встретим, без всадников их кони ржут в пыли. Ту кровь, что я дала бесстрашным детям, они оставили вдали. Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – мать. Приглашается Чемушинская основная школа. Ночевкин Николай. Аркадий Рыбин. Цветы от Маяковского. Самая трогательная в жизни Владимира Маяковского произошла в Париже, когда он влюбился в Татьяну Яковлевну. Между ними не могло быть ничего общего. Русская эмигрантка, точенная и утонченная, воспитанная на Пушкине и Тютчеве. Она вообще не воспринимала ни одного его слова, даже в реальной жизни. Яростный, неистовый, идущий напролом, живущий на последнем дыхании, он пугал ее своей безудержной страстью. Ее не трогала его собачья преданность,
ее не подкупила его слава. Ее сердце осталось равнодушным. Маяковский уехал в Москву один. От этой мгновенно вспыхнувшей и несостоявшейся любви ему осталась только тайная печаль. А нам волшебное стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой» со словами: «Я все равно тебя когда-нибудь возьму, одну или вдвоем с Парижем». Ей остались цветы. Весь свой гонорар за парижские выступления он отдал известной парижской цветочной компании с единственным условием, чтобы несколько раз в неделю Татьяне Яковлевой приносили букет самых красивых и необычных цветов. И с тех пор, невзирая на погоду и время года, из года в год в двери Татьяне Яковлевой стучались посыльные с букетами фантастической красоты и с единственной фразой: «От Маяковского». Его не стало в 30-м году. Это известие ошеломило ее, как удар неожиданной силы. Она уже привыкла к тому, что он регулярно вторгается в ее жизнь. Она уже привыкла знать, что где-то он есть и шлет ей цветы. Но факт человека, который так ее любит, влиял на все происходящее с ней. Так Луна в той или иной степени влияет на все происходящее с ней. Она уже не понимала, как будет жить дальше, без этой безумной любви, растворенных в цветах. Но в распоряжении, оставленной фирме, не было ни слова о его смерти. На следующий день на ее пороге возник посыльный с неизменным букетом и с неизменными словами: «От Маяковского». Говорят, что великая любовь сильнее смерти, но не каждому удается воплотить это утверждение в реальной жизни. Маяковскому удалось. Цветы приносили в 30-м, когда он умер, и в 40-м, когда о нем уже забыли. В годы Второй мировой войны она выжила только потому, что продавала эти роскошные букеты. Если каждый цветок был словом «люблю», то в течение нескольких лет слова его любви спасали ее от голодной смерти. Цветы от Маяковского стали теперь и парижской историей. Правда это или красивый вымысел, но однажды в конце 70-х Аркадий Рывлин узнал эту историю в юности от своей матери. Попал в Париж. Татьяна Яковлева была еще тогда жива и охотно приняла своего соотечественника. Они долго беседовали обо всем на свете за чаем с пирожными. В этом уютном доме цветы были повсюду, как дань легенде. Ему было неудобно расспрашивать седую царственную даму о романе ее молодости. Он считал это неприличным. Но в какой-то момент он все-таки не выдержал и спросил: правду ли говорят, что цветы от Маяковского спасали ее во время войны? Разве это не красивая сказка? Возможно ли, чтобы столько лет подряд... «Пейте чай», — ответила Татьяна. «Пейте чай. Вы ведь никуда не торопитесь». И в этот момент в дверь постучали. Он никогда в жизни больше не видел такого роскошного букета, похожих на сгустки солнца, японских золотых хризантем. Из-за охапки этого сверкающего великолепия на солнце голос посыльного произнес: «От Маяковского». Спасибо за выбор произведения отдельное. Да? Такая история тронула. Так, ну что ж, у нас все выступили? Ребята, спасибо огромное вам за ваше выступление, за ваш репертуар.
А сейчас мы попросим жюри пройти в другой кабинет, чтобы подвести итоги. Я думаю, минут 15, наверное, у нас уйдет на это. И потом мы здесь же соберемся и подведем итоги и наградим победителей. Мы подводим итоги. И слово хочу предоставить членам жюри перед тем, как мы озвучим победителей, номинантов, призеров. Вот слово Валентине Николаевне Александровой. Дорогие коллеги, еще раз здравствуйте. Хочу всех поздравить с скоро наступающие праздники, День матери, Новый год. Дай Бог, эти праздники у вас были самые-самые красивые и яркими, чтобы они остались в вашей памяти. Также большое вам спасибо за то, что вы так детей любите, подготовили их сегодня. Сколько красивых стихотворений было, сколько патриотизма было. Молодцы, работаете, на самом деле. Спасибо за такой прекрасный труд, который у вас останется тоже опять в памяти всегда. А дети вообще молодцы. Каждый ребенок это звездочка. Каждый ребенок молодцы. Яркие такие личности. Я, конечно, сейчас не собираюсь обсуждать стихотворения и вообще их по полочкам раскладывать. Это большое вам спасибо. Пожалуйста. Слово Марине Борисовне Свиридовой. Ну что ж, я хочу сказать огромное спасибо за доставленное удовольствие, потому что как только началась младшая номинация, я даже не знала, что ставить оценку, потому что все было здорово. Вот. Очень понравился выбор ваш стихотворений, прозаических отрывков, то есть ваш репертуар. Очень вы хорошо к этому подошли, хорошо поработали. В большинстве своем все было сделано, ну, прям на славу. Вот. Ну, может быть, какие-то небольшие там недочеты были. Ну, это не самое страшное. Хочу сказать, поздравляю заранее всех, кто занял какие-то места, и не расстраиваться тем, кто, может быть, сегодня не занял никаких-то мест. Ничего страшного в этом не произошло. У вас впереди столько времени, вы молодые, вы наверстаете. Пожалуйста, только не бросайте это дело, оставайтесь в этом направлении деятельности, потому что чтецы сегодня это и очень популярно, и очень востребовано. И сами знаете, да, насколько речь и человек меняются, когда ребенок начинает заниматься вот этим вот мастерством чтецким. Поэтому всем огромное спасибо. Я прям с удовольствием сегодня была на вашем конкурсе. Вот. Ну, я думаю, приступим к церемонии награждения. Ну что ж, сначала мы отметим ребят по номинациям, которых мы выделили. Здесь они в разных возрастных группах. Итак, номинация «Самый юный участник» награждается Ильина Ульяна, Кшаужская школа. Маленькая. Они уехали, да? С чего начинается Родина? Читали. Также мы отметили произведение на чувашском языке. В номинации «Год выдающихся земляков» Спиридонов Владимир, Туруновская школа. Год народного искусства в Российской Федерации. Победителем в номинации признана Васильева Ксения, Черкасинская основная школа имени Пучкова. Русский сувенир читал произведение, тоже уехали, да? И номинация «С любовью о России» отмечена Игнатьева Ольга, Янышская основная школа. Давайте к серединке тогда уж. Так, все? Третье место в возрастной группе 1-4 классы награждается Полейкина Карина, Солобайкосинская основная школа. Руководитель Людмила Громакова.
Третье место занимает Аношкина Анна, Худейская средняя школа номер 1. Руководитель Ольга Соколова. Второе место. Александрова Дарина, Толиковская средняя школа. Руководитель Любовь Иванова. Тоже не да? Также второе место занимает Волков Богдан, Худейский лицей. Наикал на второе место, да, мальчик? Марина Васильевна. И первое место занимает Ксенофонтова Мария, Атлашевская средняя школа. Только сейчас порадуем, позвонит. Илья. Так, 5-8 классы. Третье место Филиппова Надежда, Чурачекская основная школа. Также третье место Николаева Дарья, Тринкосинская средняя школа. Второе место Дмитриев Иван, Большекотрайская средняя школа. Также второе место Андреев Ростислав, Сятрах-Чехматская средняя школа. И первое место Грачев Егор. Старшая возрастная группа. Третье место Ночевкин Николай. Все на равных. Старшие классы вообще красиво. Выше пилотаж. Также второе место Семенова Валентина, Абашевская средняя школа. И второе место Андреева Ульяна, Ишакская средняя школа. Да, первого места в старшей группе нет. Есть третий, два вторых, да, по-моему, или два третьих, два вторых, да. Так, ну что ж, спасибо большое. Несколько слов тоже хочу сказать еще раз по итогам. Еще раз огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы в наше время, когда у нас, ну как, я не знаю, процветает, я бы сказала, ТикТок, Инстаграм, вот много чего, того, что нам, взрослым, не совсем нравится, вы уделяете время чтению произведений, учите такие вот большие произведения, да, не осознавая, не понимая, большой текст выучить сложно, да, поэтому, а когда человек, он понимает, осознает и принимает, и поэтому он потом может это выдать.
было интересно слушать некоторые истории. Действительно, мы даже для нас это было не просто как посмотреть, оценить, а еще и такой просветительский характер наше сегодня мероприятие носило. Я лично для себя тоже что-то новое узнала, не слышала некоторые произведения, некоторые истории. Поэтому вам, ребята, большое спасибо. И, конечно же, спасибо огромное руководителям, которые вас вдохновляют и которые вам помогают подбирать такие классы.